Здравствуйте, дорогие друзья. 30 ноября вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, прямой эфир по понедельникам, и мы будем рады вашим звонкам по номеру телефона, который вы сейчас увидите на своих экранах, 35 33 10. Мы рады, как всегда, интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Александр Горохов. Александр Васильевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Наша тема сегодня звучит так: о повышении качества медицинских услуг, кадровом потенциале отрасли. И тема эта очень коррелируется с выдержкой, я ее сейчас прочитаю, с выдержкой из послания главы республики Государственному собранию ЛТУМЭ. В Якутии в последние годы в здравоохранение вложен огромный объем средств. Наряду со строительством крупных объектов проведена работа по развитию системы оказания первичной медицинской помощи, обеспечению высокотехнологичным оборудованием. Но результаты мониторинга социального самочувствия населения республики указывают на снижение удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг, особенно в городах, где недовольство вызывают прежде всего бесконечные очереди и дефицит специалистов. Давайте с чего начнем? С дефицита специалистов или с высокотехнологичного оборудования? Да, действительно, в последние годы мы очень много вложили средств и вложили своих усилий в части материально-технической базы, обеспечения оборудованием, лекарственными средствами. И на самом деле здесь мы достигли некоторых успехов. И я хочу сказать о том, что эти вопросы мы в некотором образе сняли остроту именно в этой части. В то же время действительно остаются очень сложные вопросы, касаемые в больших городах очередей в наших поликлинических учреждениях. И в прошлом году, в этом году мы проводим работу, планомерную работу в части, во-первых, регулирования потока больных, в части упорядочивания этих потоков и оказания вот таких услуг в таком интерактивном и в прозрачном виде, что называется. Да? Но еще раз повторюсь о том, что проблемы они остаются, причем довольно серьезные, о чем наш глава республики, конечно же, ставит перед нами задачи. На следующий год, и он в своем послании это сказал, надо принимать смелые решения в части, ну, если не полностью ликвидации, то, по крайней мере, по существу решения вот тех проблем, которые стоят перед здравоохранением. В части тех кадровых вопросов, которые я сейчас озвучу, у нас есть по некоторым секторам очень большие проблемы. Давайте про них поговорим. Это что касаемо наших специалистов на севере и в Арктике. Несмотря на то, что мы принимаем очень такие объемные решения в части обеспечения жильем тех специалистов, которые поедут или поехали уже работать в Арктику и на север. То, что мы по программе «Земский доктор» даем еще и $1 миллион по тем специалистам, которые поедут работать не только в село, а в нашей республике принято решение и сверхфедеральных нормативов выплачивать $1 миллион еще и поселкам городского типа, которые находятся у нас на севере и на Арктике. Вот эта работа все-таки она уже дает результаты, и чуть-чуть, но подвижки мы тенденции положительные по Арктике видим. Александр Васильевич, сейчас продолжим наш с вами диалог, безусловно интересный. У нас есть звонок от зрителя. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте свой вопрос гостю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Александр Васильевич, у меня такой вопрос. Я в 1983 году проживала в поселок Черский. Приехали в больницу с дочерью. И очень серьезная травма. Значит, мне нужно найти архив. К кому мне обратиться по поводу вот архива, что мы лежали в больнице, что была такая травма, что мне нужен этот документ? Спасибо за вопрос, он понятен, по-моему. Да, если вы в то время обращались в Нижнеколумскую центральную районную больницу, то вам, конечно, надо туда обратиться. Все медицинские у нас документы должны храниться до 75 лет. То есть 83-й год, да? Да, то есть в этот временной отрезок вы попадаете. И это там, где была оказана медицинская помощь? Да, там, где была оказана медицинская помощь, где вы стояли на учете, и, соответственно, там же была медицинская документация.
Но если вы обратитесь к нам, то мы, в принципе, можем обратиться и в центральную районную больницу, чтобы они эти документы затребовали. То есть они дали нам, а мы, соответственно, передали пациенту. Возвращаемся к кадровому обеспечению отрасли. Итак, проблему, которую вы обозначили, касается арктической зоны, да? Да, и вот я продолжу свою мысль о том, что в один из секторов, тоже, который является одним из для нас узких мест, это обеспечение кадрового именно первичное звена. Да. Работающих на участках терапевтов, педиатров участковых. И здесь у нас тоже действительно имеются проблемы. И мы анализировали, в связи с чем у нас все-таки вот эти вопросы имеются. Конечно же, вопросы по некой престижности тех или иных профессий, они имеют место быть, когда мы говорим о том, что наиболее престижным для молодежи и для специалистов считается вот хирургические специальности. Александр Васильевич, у нас снова звонок. Давайте еще раз послушаем. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и вопрос гостю. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Задавайте вопрос. Добрый вечер. У меня вопрос такого характера. Николай Серовсинский УЗ. Орловский наслед. По поводу федеральной программы, которая 100 ФАПов по республике. С 2015 года мы стояли, так сказать, в очереди. И хотелось бы узнать, как эта программа будет у нас в республике работать или нет. Спасибо за вопрос. Спасибо вам за вопрос, он понятен, по-моему, да? Будет. Да, я хочу уточнить, что эта программа не федеральная, это программа республиканская, и мы действительно с 2015 года начали ее реализовывать. Начали строительство уже около 5 наших объектов по нашим районам сельским населенным пунктам. Одно учреждение, один объект уже сдан, и мы на следующий год, в 2015 году, начав 16-17 год, мы должны эти 100 ФАПов построить. Есть вопросы, в том числе и связанные с тем непростым экономической ситуацией, которая сейчас есть, но я надеюсь, что она не повлияет все-таки на неких наших потенциальных инвесторов, и мы, в принципе, вот эту программу доведем до логического конца. Ну, давайте еще примем один звонок, потом продолжим наш разговор. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте свой вопрос гостю. Добрый день. Добрый день. Я из Якутска. Значит, столкнулся с такой проблемой. Я инвалид по зрению первой группы. Хорошо, что появилась электронная очередь, но, к сожалению, талонов в интернете не бывает. Приходишь в регистратуру, места есть. То есть как бы это отрегулировать. Второй момент. Когда мы получаем талоны первичные, прихожу к окулисту, а там сидят вторичные, повторные. И говорят, живая очередь. И приходится мне одному с ними воевать. То есть как этот вопрос, чтобы не было столкновений между людьми? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего, электронная очередь, да? Да, электронная очередь, как вы отметили, она работает. Это возможность записаться через интернет-сайт на запись к врачу. Вот вопрос, который вы задали, она на самом деле тоже технически решается, и мы эту работу начали проводить. Это также электронная регуляция, только живой очередь. Да. Когда в банках у нас сейчас очень... нажимаешь, талончик получаешь. Талончик выходит, и, соответственно, поступаешь к врачу, попадаешь к врачу. И вот эту систему мы тоже будем в 2016 году внедрять усиленно именно в наших городских учреждениях. Мы по городу где-то внедрили 5 этих электронных очередей по регулированию живой очереди, и, соответственно, технический этот механизм, аппарат мы будем внедрять и, соответственно, избегать тех проблем, столкновений, о которых говорит наш зритель, да? Да. А это относится, кстати, к более смелым решениям, о которых говорит глава республики? Я думаю, что нет. Почему? Потому что глава республики все-таки имеет в виду более масштабные решения. А эти вещи, которые мы уже делаем, и дальше будем продолжать делать. Да, мы дальше будем продолжать делать, конечно.
Вот о чем хотел спросить. Более или менее с кадровым обеспечением все понятно, и с кадровым потенциалом. Ведь есть же еще, кстати говоря, выездные в Арктику, да, Да, мы мероприятия? выездную работу проводим, но все-таки я еще раз вернусь к кадровому Да, обеспечению. Вот одним из смелых решений я все-таки вижу, допустим, в городе Якутске и в наших крупных городах, это решение жилищных проблем наших медиков. Почему наши специалисты С неохотой, скажем да, так. с неохотой идут? Почему? Потому что, в принципе, я сказал уже про некую престижность, да, но такая субъективная вещь. Но вторая вещь, мы совершенно четко должны наших специалистов поощрять, если они идут и работают вот на такие тяжелые участки работы. В том числе понятно, что очень остро стоит вопрос, это по жилищному вопросу. Если мы бы здесь некий механизм предложили бы, и действительно в рамках вот смелых решений, то, что Егор Афанасьевич говорит, мы бы могли здесь поддержать наших специалистов. Но этим же не только Минздрав должен заниматься. Понятно. Это же межотраслевая, Конечно, получается, да. проблема. В том-то и проблема, что большинство тех проблем, которые на отраслевом уровне мы сталкиваемся, они всегда являются межотраслевыми. То есть мы в одиночке, что называется, Минздрав, это дело не осилит, но в то же время я хочу сказать, что понимание, конечно, со стороны руководства республики здесь полное. Здесь есть очень большой аванс в качестве поддержки отрасли здравоохранения. Спасибо за ответ. Еще один звонок примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Из какого вы города? Задавайте свой вопрос гостю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Это я из Мирно-Кангаласского УЗУСа. Пожалуйста, вопрос. С 91-го года я инвалид, и я не могу получать свои лекарства, перечень своих лекарств. А почему не можете получать? Говорят, что у нас там не записывается, там такой перечень, что не могут они давать. Понятно. Вопрос. И Да. те, которые дают лекарства, они всегда аналогом отправляют, понятно. эти мне не помогают. Спасибо за вопрос. Да, действительно, вопрос очень актуальный. И здесь два момента есть. Есть у нас перечень Да. лекарственных средств, которые входят именно по обслуживанию, по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных граждан. Ну, если сказать более просто, то утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации перечень. И по этому перечню мы должны, соответственно, выдавать лекарственные средства нашим пациентам. Если в этом списке нету, то это очень большой вопрос. Почему? Потому что у нас нет потом полномочий давать эти лекарства. Да? Считается, что весь необходимый перечень для лечения того или иного диагноза есть в данном перечне. Теперь вопрос по аналогам, по так называемым дженерикам. Действительно, у нас в законодательстве прописано о том, что мы будем проводить торги, то что мы должны проводить торги только по международным непатентованным названиям. То есть здесь получается скрыт некий механизм, который смотрит в принципе только на цену препарата. То есть чем дешевле препарат, соответственно, он попадает в наш список по нашим проводимым торгам. Здесь я все-таки вижу некий просвет в конце тоннеля. Почему? Потому что на федеральном уровне обсуждается законопроект, в котором вот эти дженерики распределяются на две группы. Первые – это полные дженерики, и вторые – так называемые оригинальные дженерики, которые наиболее полно отвечают требованиям к препарату оригиналу. Да? Да. И, соответственно, у нас появится возможность разделения вот этих вещей в торгах. То есть мы будем требовать вот этот препарат, он дженерик, а этот ближе к оригиналу, и, соответственно, мы будем возможность требовать этот То препарат. есть вы получаете такую возможность. Да. Будьте добры, давайте уже еще один звонок примем. Сколько людей узнали, что они больные? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Пожалуйста. Что делается для профилактики онкологических заболеваний? Это из Пантарского района. Не секрет, что в Визюйской группе очень много болеет онкозаболеваний. И узнают в самых покинных стадий, когда уже ничего невозможно сделать. И когда бы это обещанное строительство онкоцентра наконец-то достроится, или как с этим проектом? Спасибо. И что делать для профилактики? Спасибо большое, спасибо за вопрос. Да, ну,
я хочу начать с того, все-таки в Вилийской группе УЛУСов у нас заболеваемость и смертность по онкологическим заболеваниям в среднем она соответствует показателям по республике. И здесь нет какого-то очень Увеличение, резкого да. скачка в этих районах, и нет тех Но причин, есть обеспокоенность. да, Хорошо. нет причин для обеспокоенности в части вот, статистических показателей. Что касается вот, профилактических работ, действительно здесь очень важна работа именно первичного звена, то, что мы говорим. Да? И здесь мы большое внимание уделяем прохождению диспансеризации. Да. Да, мы уже 3-й год проводим диспансеризацию по новым правилам, которые введены в Российской Федерации. И данная работа, она уже дает себя знать в части того, что мы на первичном этапе диагностируем больше наших пациентов. Хотя, конечно же, здесь предстоит тоже еще большая работа, чтобы, во-первых, была такая так называемая онкологическая настороженность у населения, у самого. Второй момент, то, что мы должны вот эту работу по диспансеризации проводить очень качественно, чтобы на первичном уровне, что называется, диагностировать эти заболевания. Что касается строительства вот онкологического центра. Ну, в двух словах, буквально мало времени остается. Да, мы заканчиваем сейчас конкурс по проектированию первой очереди комплекса. Вторая очередь вот на днях должна тоже выйти, соответственно, объявиться конкурс. Да. Но я еще скажу, что до конца этого года наиболее сложную часть в части проектирования, связанные с Росатомом, связанные с радиологическими вещами, мы должны закончить конкурс до Нового года. И, соответственно, выявить победителя. Понятно, понятно. Мой вопрос такой. В первом чтении принят бюджет Республики Саха на 2016 год. И, как правило, урезание расходов особенно сильно бьет по образованию и по здравоохранению. Предусмотрено ли урезание расходов или нет? Но вопрос очень хороший, спасибо. Действительно, вот, принимаемый бюджет, это отметили и наши депутаты, и здесь надо сказать о том, что принципиальная позиция нашего руководства о социальной направленности нашего бюджета. Да. Я хочу сказать о том, что на следующий год бюджет здравоохранения он не урезан, а увеличен даже, несмотря вот наши экономические... непростую ситуацию. Да, непростую ситуацию экономическую. Увеличение произошло где-то примерно на 3% по программе государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Это без учета вот, вещей на инвестпрограмму, на строительство и на другие вещи. Понятно. В завершении, демографические показатели республики, это же тоже к Минздраву относятся? Ну, об этом мало кто говорит, но на самом деле, действительно очень много зависит от работы, от слаженной работы всего сообщества врачей. И я здесь хочу отметить о том, что те показатели, которые наиболее зависимы от работы наших медицинских организаций, они, к счастью, имеют тенденцию, причем очень такую значительную, к улучшению демографических показателей. Это младенческая смертность, это смертность от общих причин. И они, еще раз повторюсь, особенно в трудоспособном возрасте. Александр Васильевич, спасибо за встречу, пора прощаться. Дорогие телезрители, я вам желаю здоровья, не болейте, пожалуйста. Смотрите «Арену событий» завтра в 19:15. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.